В добрый музыкальный час! Здравствуйте, дорогие ценители родной музыки! Проект «Елькян Парус» детско-юношеского телеканала «Тамыр» – это отличное место для творческих детей, чтобы развить свои способности, испытать свои возможности, раскрыть и показать свой талант. А самое главное, исполняя родную башкирскую музыку, ты рассказываешь историю своей республики. Проект «Елькян Парус» детско-юношеского телеканала «Тамыр» дал возможность зрителям насладиться родной музыкой, а юным талантам подняться на новый уровень. Конкурсанты, исполняя родную музыку, дали новое звучание творчеству выдающихся композиторов Башкортостана. Открытый телевизионный конкурс юных исполнителей башкирской классической музыки проводится по 4 номинациям: фортепиано, струнные инструменты, духовые инструменты, народные инструменты. На отборочный тур второго телеконкурса «Елькян» мы приняли 186 заявок со всей республики. Уже на конкурсном туре юные музыканты получили возможность выступить перед камерой. Конечно, это очень волнительно, да еще и перед такими жюри. Зато юные музыканты смогли пообщаться с именитыми музыкантами и получили бесценный опыт. На протяжении всего конкурса уважаемые члены жюри были опорой для юных музыкантов, создавали теплую творческую атмосферу, давали ценные советы, переживали за каждого. Итак, наш Елькян Парус путешествует в поисках музыкальных секретов. Давайте узнаем, из чего же делается музыка. Друзья, вы когда-нибудь пробовали писать музыку? Как можно сочинить музыку, которую никто раньше не писал? Интересно, композиторы музыку создают в голове или слышат во сне? Музыка представляет собой последовательность звуков в отдельном ритме, который имеет эмоциональную окраску. Произведение содержит в себе следующие элементы: мелодия, гармония, форма и ритм. Их можно располагать в любом порядке, смешивать некоторые из них или вообще игнорировать что-то. А вот структура произведения имеет четкую логику построения. Некоторые шедевры мировой классики буквально рассчитаны математически. Не случайно в Древней Греции музыка входила в ряд математических наук. Вообще, создание музыки или композиции – это творческий процесс, который опирается на теорию музыки. Можно даже сказать, что теория музыки – это отправная точка для создания музыкальных идей. Специалист, владеющий теорией, может исполнять или даже создавать музыку свободно и легко. Музыку наших композиторов мы играем не часто, но она всегда хранится в наших сердцах. Я выбираю вот этот. Давай посмотрим, какой там номер. И у Далера 8. Далер, как тебе 8 номер? Не знаю, что сказать по поводу номера 8. Это день моего рождения, разделенный на 3. Что еще сказать? Давай наклеим твое имя на твой кораблик. И пускай плывет долго и счастливо. С большим удовольствием представляю вам прекрасного пианиста, лауреат открытого телевизионного конкурса юных исполнителей башкирской классической музыки «Елькян» Далер Курбаншоев.
Полин. Далер, поздравляю тебя с выступлением таким. Коллеги, надо сказать, что вот эта полька Мусалима Валеева не входит в список самых удобно написанных сочинений, честно говоря. И вот когда играют так ловко и еще и с характером, я всегда восхищаюсь, потому что действительно это непросто. Вот правда, поверьте мне, это очень непросто. И, Далер, я знаю, что ты еще очень хорошо поешь. Мне вот интересно, ты что раньше начал делать, петь или играть? Я помню, я петь и играть начал одновременно, Ого. с 4 лет. Видимо, для тебя это какие-то, наверное, неразделимые понятия. Спасибо большое за то, что твой рояль поет, как и ты сам. Далер, я тебя поздравляю. Мне, знаешь, что понравилось? Что ты так очень обстоятельно и не спеша, и не комкая ее исполнил. То есть это было такое с чувством, с толком и с расстановкой исполненное произведение. Далер, я тебе желаю большой-большой удачи и всего тебе самого хорошего. Спасибо. Далер, сегодня день, когда мы с тобой впервые встретились. Я раньше тебя не слышала, и я рада, что ты приехал издалека, из города Нефтекамска. И я тебе могу сказать определенно, когда наш конкурс будут демонстрировать по телевизору, я очень постараюсь тебя послушать и посоветую своим друзьям тебя послушать. Потому что действительно за твоей игрой чувствуется глубокий человек, интересный музыкант, у которого есть свое понимание, что может дать искусство. Спасибо, что ты вот именно такой интересный, яркий и незабываемый. Очень музыкальный ты человек, и душа у тебя очень красивая, и вот прям раскрылся, и вот поешь инструментом, рояль поет, и прям душа поет. Поэтому спасибо тебе огромное, молодец. Я советую тебе продолжать. Может быть, даже если есть такой талант у тебя, то и сочинять какие-то песни. Если сочиняешь, то продолжай их сочинять, потому что я думаю, песни у тебя будут великолепные. Спасибо огромное. Далер, И вам поздравляю тебя. Поздравляю тебя с выступлением. Те образы, которые ты создал, играя произведения, были созвучны тому, наверное, настроению, которое присутствует в каждом человеке, и во мне в том числе. И это впечатлило. Мне очень понравилось. Спасибо тебе. Дальнейших тебе успехов и удачи. Спасибо. Поздравляем, Далер. Поздравляем. Ольга Александровна, расскажите, пожалуйста, откуда у Далера такая тяга к музыке? Ну, откуда, не знаю, с рождения, наверное. Когда он был маленький, начали мы заниматься с 4 лет. Он занимается вокалом и фортепиано тоже с 4 лет. Нравится ему это очень. Далер, я тебя поздравляю, это диплом по праву твой. Далер, как ты выступил? Выступил я, как мне кажется, хорошо. На одном моменте, конечно, боялся, что ошибусь, потому что в польке Валиева очень много всяких разных скачков там, прыжков, типа... Вы поняли, в общем. Ну а так, в принципе, все прошло довольно-таки круто. Но волнения было немало. Здорово, Далер, как ты тонко чувствуешь клавиши фортепиано, видишь музыку сердцем и душой. Твоя музыка пропитана очень мощной энергетикой. Когда я был маленький, постоянно что-то напевал. И родители решили отдать меня на вокал и фортепиано, говорит Далер. Когда я выступаю, чувствую теплую энергетику и поддержку зала. Это меня вдохновляет. Как только я узнал о конкурсе Елькент, сразу решил поучаствовать. Потому что я уже пел как-то с оркестром, и очень захотелось еще раз побывать в этой атмосфере. Играть с оркестром вообще непередаваемое ощущение и, конечно же, большая ответственность. Конкурс Елькент был крутой, масштабный. Со стороны взрослых чувствовалась огромная поддержка. Спасибо организаторам. Музыку я очень люблю, и она будет в моей жизни всегда.
Музыка мне позволяет выразить все эмоции, которые сидят глубоко в душе. Я благодарен своим родителям-педагогам за то, что они поставили меня на творческий путь, говорит Далер Курбаншоев, лауреат многочисленных республиканских конкурсов, воспитанник детской музыкальной школы города Нефтекамск. В телеконкурсе «Илькен» царила очень теплая атмосфера. Это территория творчества и дружеской конкуренции. Каждый участник получил много опыта в общении с жюри, таким компетентным, умеющим корректно указать на ошибки и давать ценные советы. По большей части я участвую именно в конкурсах по вокалу, и во фортепиано у меня выходит довольно-таки нечасто. Да и тем более это произведения, которые мы тогда выбирали, по крайней мере для меня, были не так уж и легкие. Так что это был, можно сказать, экзамен. Да, с оркестром он играет впервые. Но с оркестром играть большая честь, это во-первых. И во-вторых, это такая поддержка, тыл, можно сказать. Естественно, нужно было привыкать к новому инструменту, к его звуку. Поэтому я был немного не уверен в себе, потому что каждый раз, когда новый инструмент, не очень-то иногда может получаться. Но, в принципе, все было нормально. А по поводу эмоций, но мелодия в этом произведении, в том, по крайней мере, которое я играл, конечно, красивая, ничего не скажешь. В принципе, я доволен своей игрой, только мне в одном моменте показалось то, что я немного иду вперед паровоза, скажем так, вперед оркестра. Я не волнуюсь, потому что из-за этого не стоит волноваться, стоит скорее это ожидать, потому что Дмитрий Сергеевич человек опытный, и, возможно, из того, что будет сегодня и еще завтра, я смогу подчеркнуть для себя какой-то важный вывод. Первый раз мы узнали об этом проекте в этом году. Оказывается, он уже идет второй год. Ну, что сказать, шедеврально очень организация проекта и такое именитое жюри, которое оценивает всех участников по достоинству. Именно играть на фортепиано я буду первый раз, но я с оркестром и пел где-то года 3 назад, может больше, песню «Какая же эх, дороги». И какие у меня эмоции? Можно сказать, захватывает, потому что это не просто какой-то обычный, не просто поиграл сам, а это с оркестром. Чувствуете пафос, эпичность? Я ожидаю от финала. Я не знаю, что сказать по поводу этого. То, что я слышу сейчас, уже завораживает, особенно с оркестром. Далер выбрал на конкурс произведения легендарного композитора современности Рима Хасанова «Зимний романс». Рим Хасанов родом из Благоварского района. С ранних лет самостоятельно обучался игре на скрипке. Затем освоил гитару, баян, трубу, балалайку. С детства писал стихи, сам изучал азы музыкальной грамоты. Очень рано создал сонатины и песни. Еще подростком, изучив радиомастерское дело у отца, работавшего связистом, изготовил себе электрогитару с мощным звуком и 4-канальным магнитофоном. Произведения Рима Хасанова выделяются своей мелодичностью, душевностью, яркостью музыкальных красок и образов. Рим Махмутович часто обращается к темам родины, любви и патриотизма.
Он пишет музыку для балета и кино, театральных, симфонических, камерно-инструментальных и хоровых произведений. В его творчестве есть элементы и джаза, и эстрады, и академической музыки, и национальной мелодии. Я очень горжусь, что в наше время композиторы сочиняют великие произведения. Их музыку через века люди будут слушать с замиранием сердца и со слезами на глазах. А наша задача донести до будущего поколения родную академическую музыку. Рим Хасанов. «Зимний романс». Исполняет ученик детской музыкальной школы города Нефтекамск Далер Курбаншоев. Я никогда на первое место не рассчитывал, потому что и произведение у меня несложное, да и ответственности мне надо было немного добавить, да и ошибки у меня были, так что... Но, в принципе, нормально.
хочется выразить большую благодарность музыкальной школе, где мы обучаемся, педагогу Раиле Султановне Ахмед Султановой. И за все, за Далеркины успехи. И будем идти дальше, вперед. Мен өзімнің бүгін созвездие талантовтың Курбаншоев Далерның осы сахнаға шығып, матур ойнап, өзінің үшінші орын алуына мен бик шатмын. Шуға күрә оештырушыларға, һәм дә конкурска килеп катнашкандарға, һәм дә безнең оркестрыбызга зур рәхмәт. Бұл проект Тамыр телеканалының Гөлназ Фаритовнаның һәм оның командаһының бик тагыла уңышлы, бик әһәмиятле, бик кирәкле проекты. Шуға күрә бында инде балаларга бик зур ни бит инде тутка, үсеш, күңел үсеше һәм дә менә бұл конкурста шуны шатлыклы инклюзив дип әйтәләр бит инде хәзерге матур бит инде безнең мөмкинлекләр чикләнгән балалар да ошо конкурста катнашып үзләрен күрсәтә алалар. Это настолько важный конкурс для всех, для зрителей, для ребят, которые участвуют в конкурсе, для педагогов, для родителей, я думаю, для всех жителей республики, потому что это не только путевка в жизнь для юных талантов, это еще и сохранение и популяризация замечательной башкирской классической музыки. Ребята, вы большие молодцы! Я все еще вспоминаю ваши светящиеся радостью глаза. Пусть в вашей жизни будет много ярких дней и побед. До новых встреч!